Уважаемые коллеги, в этом и следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. За прошедшие столетия прочной дружбы и гармоничного сосуществования наших пяти братских народов мы вместе выдержали все перипетии истории и сегодня значимся на политической карте мира как независимые суверенные государства. Именно наши древние народы, сквозь века неся в себе уникальную цивилизацию, сегодня олицетворяют Центральную Азию. Это общее достояние, которым мы гордимся. Историческая миссия перед нами видится в том, чтобы сохранить целостность и безопасность, обеспечить развитие и процветание наших стран и народов. К счастью, наш регион самодостаточен и многообразен в плане возможностей и ресурсов для реализации такой важной миссии. Кыргызстан поддерживает формат консультативной встречи глав государств Центральной Азии, который является проводником общерегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в международных делах. Считаю, что в нынешних кризисных условиях международных отношений наши страны будут еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене. К сожалению, международная обстановка не вселяет оптимизма как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Сегодня перед государствами Центральной Азии сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, появились их новые гибридные формы. В этой связи не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане. К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. По нашему мнению, приход к власти талибов и сформированное им правительство – это суровая реальность, и нам необходимо выработать совместную линию поведения в данном направлении, в том числе приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития. В данном контексте хотел бы отметить стремление Кыргызстана к тесному взаимодействию со странами региона Центральной Азии в данном направлении как на двусторонней основе, так и в рамках участия в международных и региональных диалоговых площадках. Хотел бы также сообщить вам, что мы поддерживаем контакты с правительством Афганистана по текущим вопросам двустороннего сотрудничества. Наше посольство там продолжает функционировать. В прошлом году мы доставили гуманитарный груз в Кабул и афганский Бадахшан. Провели ряд встреч с руководством Афганистана, в ходе которых мы выразили нашу обеспокоенность по ряду вопросов региональной безопасности и сотрудничества, а также важности в интересах народа Афганистана создания инклюзивного правительства. Надеюсь, что мы согласованно будем двигаться по афганской проблеме, активно взаимодействовать между собой, особенно с ООН и странами региона в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, оказывать афганскому народу необходимую гуманитарную и экономическую помощь, содействовать его борьбе с международным терроризмом, наркотиками и в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности на принципах невмешательства во внутренние дела. Кыргызстан со своей стороны готов активно содействовать этому процессу. Уважаемые главы государств, трагические события в регионе вывели на первый план вопрос обеспечения безопасности от деструктивных сил, в том числе внешних, привлекающих на свою сторону религиозных фанатиков и криминалитет. Со своей стороны, Кыргызстан полностью поддерживает решительные и мудрые действия руководства соседних стран по наведению конституционного порядка и общественно-политической стабильности.
Больше нельзя допустить подобных кризисов безопасности, созданных по надуманным социально-экономическим, межэтническим, религиозным и другим мотивам. Призываю к объединению взаимных усилий в этом направлении. Наконец, общая безопасность, стабильность и благополучие зависят от атмосферы отношений между государствами региона. В настоящее время продолжается работа по делимитации государственной границы Кыргызстана с братскими Узбекистаном и Таджикистаном. Хочу подтвердить нашу политическую волю завершить переговорный процесс во взаимовыгодном ключе с тем, чтобы превратить эти границы в открытые мосты мира, дружбы и доверия, а саму Ферганскую долину в подлинный оазис Центральной Азии. Уважаемые коллеги, мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности. В таких кризисных условиях вопрос обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности требует от нас приоритетного внимания и скоординированной деятельности. Из-за нарушения глобальных торговых цепочек и вводимых экспортных ограничений на товары и сырье, считаю, что нашим странам вполне под силу обеспечить себя продовольствием, учитывая мощности и резервы аграрной и пищеперерабатывающей индустрии. Мы выступаем за расширенное сотрудничество по всем направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и аграрное развитие в регионе. Одним из таких направлений являются водные ресурсы, объемы которых из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии. В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накопления и сохранения водных ресурсов. Вновь предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран Верховья были возможность и заинтересованность из расчета на несколько лет вперед накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период, независимо от водности, в том числе в период маловодья. Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которая предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Кыргызстан также выступает за расширенное сотрудничество в гидроэнергетической сфере с целью повысить энергетическую самодостаточность и безопасность стран Центральной Азии. Мы приветствуем инвестиционное участие Казахстана и Узбекистана в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане. Следует отметить, что имевшая место весной текущего года авария показала уязвимость, в связи с чем необходимо укреплять защищенность единой энергетической системы Центральной Азии. Уважаемые главы государств, по экспертным прогнозам, мировой экономический центр тяжести постепенно смещается в сторону Азии, в связи с чем для нашего региона открываются новые возможности, в том числе для развития зеленой, цифровой и креативной отраслей экономики. За последние 10 лет в Центральной Азии наблюдаются динамичные темпы экономического роста и прироста валового продукта. В 2021 году суммарная доля ВВП превысила $300 миллиардов США. Считаю, что драйвером роста в Центральной Азии являются свободная торговля и инвестиции, развитие транзитной инфраструктуры и цифровизация. Сегодня уже есть позитивные примеры взаимовыгодного сотрудничества в этих отраслях. Активизации торговли будут способствовать созданные центры приграничной торговли на границе Казахстана и Узбекистана, а также индустриальный торгово-логистический центр вблизи кыргызско-казахстанской границы.
Чрезвычайно важным является полностью снять препятствующие свободной торговле тарифные и нетарифные барьеры, включая необоснованные задержки грузов на границах. Надеюсь, что инструменты цифровизации помогут решить накопившиеся вопросы. Учитывая, что наши страны не имеют выхода к морю, необходимо предпринимать усилия по улучшению транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также подключения к мировым транспортным узлам и коридорам. Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров в предстоящие десятилетия может трансформировать Центральную Азию в перекресток новых торговых путей, который по значимости не будет уступать историческому шелковому пути. Важным проектом является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, успешная реализация которого в значительной мере повысить международный торговый, инвестиционный и транзитный потенциал Центральной Азии. Находясь на берегу Иссык-Куля, не могу обойти вниманием вопрос сотрудничества в сфере туризма. Центральная Азия на пути Великого трансконтинентального пути как магнит притягивает туристов со всего мира. Кыргызстан предлагает совместную организацию специализированных туристических маршрутов, введение послаблений при пересечении общих границ с туристами, образование информационных центров с базой данных о туристических возможностях каждой из стран региона, а также проведение общих туристических выставок и ярмарок, выпуск общих рекламных материалов. Уважаемые коллеги, глубокие исторические традиции добрососедства между нашими народами являются хорошей предпосылкой для позиционирования Центральной Азии как единого культурно-гуманитарного пространства. Связи между нашими гражданами, творческими коллективами, научными кругами не имеют границ. Принимая во внимание духовную близость наших стран, мы предлагаем создать общий центральноазиатский телеканал и подготовить серию телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов. Центральная Азия – это молодой с точки зрения демографии регион. Молодые люди, проживающие в наших странах, станут локомотивом будущего процветания нашего региона. Нам необходимо проведение мероприятий по поддержке молодых талантов во всех областях – экономике, культуре и инновациях. Мы считаем важным инвестировать в нашу молодежь, в их образование, подготовку высококлассных специалистов, в том числе и в новых цифровых направлениях в области креативной индустрии. Уважаемые главы государств, сегодня мы подпишем договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Уверен, что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения наших стран, нашего региона и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный договор станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к процедуре подписания, если нет каких-либо предложений и замечаний. Не имеются. Спасибо.